Современные технологии давно стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Каждый пользуется мобильным телефоном и приложениями в смартфоне, совершает покупки, ищет работу, общается через интернет. Но все преимущества современных технологий легко могут быть омрачены мошенниками, которые изобретают все новые и новые методы обмана. Давайте рассмотрим основные схемы, используемые мошенниками. Будьте бдительны и не попадайтесь на эти уловки. На ваш номер поступает звонок с неизвестного номера. Звонящий представляется близким родственником либо сотрудником полиции или иной государственной службы и сообщает вам о том, что близкий вам человек попал в ДТП или совершил преступление. Он может называть реальные имена ваших родственников или друзей, а затем предложит вам срочно перевести крупную сумму денег на карту или номер телефона в качестве штрафа или взятки. Якобы это спасет близкого человека от тюрьмы либо уголовного дела. На ваш телефон приходит СМС-сообщение о выигрыше ценного приза. Приз уже якобы ожидает вас, но для его получения вам нужно перевести некоторую сумму денег на карту или телефон мошенника. Предлог для платежа может быть самым разным, например, подготовка документов, налоговый сбор, доставка и тому подобное. Вы предприниматель или сотрудник организации, и вам поступает звонок с неизвестного номера. Звонящий представляется сотрудником одной из государственных структур, например, прокуратуры или ГИБДД, и делает заказ на доставку товаров или продуктов питания по адресу соответствующей госструктуры. Мошенник обещает оплатить заказ наличными по факту доставки, а затем просит вас пополнить счета мобильных телефонов, его или коллег, обещая возместить эти деньги при встрече. Вы разместили в интернете или газете объявление об утере документов или вещей. Затем вам поступает звонок или СМС-сообщение, в котором незнакомец сообщает о находке и требует перечислить вознаграждение на счет сотового телефона. Мошенник под различными предлогами будет отказываться дождаться личной встречи, убеждать, что деньги нужны срочно. На ваш телефон поступает звонок или СМС-сообщение о блокировке банковской карты или списании с нее денежных средств. При этом мошенник, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, предлагает вам сообщить ему данные вашей карты и пароль, приходящий на телефон, либо просит пройти к банкомату и следовать его инструкциям. Не сообщайте незнакомцу данные вашей карты и пароли из СМС. Запомните, банки никогда не присылают СМС-сообщений о блокировке карты, а сотрудники банков никогда сами не звонят и не спрашивают пароли, поступающие вам в СМС-сообщениях. Самостоятельно перезвоните по телефону горячей линии вашего банка, указанному с обратной стороны банковской карты, чтобы уточнить интересующую вас информацию. Вы публикуете объявление о продаже чего-либо в интернете. Вам звонит потенциальный покупатель и хочет внести аванс на вашу банковскую карту, даже не посмотрев товар. При этом он под каким-то предлогом просит сообщить ему данные вашей карты и поступающие вам СМС-пароли. Или же просит пройти к ближайшему банкомату и следовать его инструкциям, чтобы вы смогли получить аванс. Запомните, для перевода денег на банковскую карту необходимо знать только ее номер. Вы решили приобрести какой-либо товар, например, ноутбук или смартфон, в интернет-магазине по очень выгодной цене, но магазин просит перечислить предоплату. Вариант этой же схемы, когда в соцсетях или на Авито вы находите нужный товар по заметно заниженной цене, но продавец просит внести задаток на счет телефона или банковскую карту под предлогом большого количества желающих перекупить товар. Вы приобретаете авиа- или ЖД-билеты через интернет, но в погоне за более низкой ценой совершаете покупку не на официальных сайтах компаний-перевозчиков, а на сторонних ресурсах. Будьте бдительны. Под видом сайта по продаже билетов могут скрываться мошенники. Вы рискуете потерять деньги и не получить билеты. Вы находите в интернете объявление о вакансии с хорошей зарплатой и условиями. Вас приглашают на собеседование и просят по пути приобрести продукты питания, алкогольную продукцию и пополнить счета мобильных телефонов, обещая вернуть деньги на собеседовании. Вы разместили в интернете заявку на получение кредита. Вам звонят представители какого-либо банка, сообщают, что кредит одобрен, но необходимо оплатить страховку, либо какие-то другие платежи еще до посещения офиса банка и оформления кредитного договора. Запомните, независимо от способов совершаемых преступлений, основными целями мошенников являются получение сведений о персональных данных, номерах банковских карт, СМС-паролей. Это позволит преступникам получить доступ к вашим счетам и похитить денежные средства. Добиться любыми путями получения предоплаты за товары и услуги в сети интернет. Будьте бдительны, принимайте обдуманные решения. Это сохранит ваши деньги.